Друзья, здравствуйте, с вами «Свобода от боли», я Владимир Тамбовцев. Рядом со мной мой пациент, который получил травму левого колена. Это было полгода назад. Травма заключалась в том, что был разорван медиальный мениск колена. Это очень серьезная вещь. Обычно это требует оперативного вмешательства. Очень часто хирурги рекомендуют удалить задний рог медиального мениска, который обычно при таких травмах отделяется от остального мениска. Это очень такая серьезная вещь. Но когда Тахир обратился ко мне, мы еще не знали, так как он находится, как бы он мне помогал в свое время с организацией, с ремонтом в офисе. Вот, он обратился первым делом после получения такой серьезной травмы, обратился ко мне, и мы предприняли меры для облегчения боли. А МРТ сделали уже через несколько дней после этого. Вот. Наши усилия сразу стали приносить плоды, тем более, что операция очень дорогостоящая и очень проблематичная. Это всегда лучше обойтись без операции. Да. И мы решили попробовать проработать сустав, привести его в нормальное состояние, не прибегая к оперативному вмешательству. Тахир, расскажите кратенько несколько слов о том, в каком состоянии пришли вы там. Очень тяжелое состояние было у меня. Вот на ногах я еле-еле ходил, и ступеньки очень трудно было подняться и спуститься. Вот благодаря вам, друзья мои, вот лечил он меня, действительно заботился он. А вот. Скажите, как травма произошла? По-моему, вы укладывали паркет, да? Или я укладывал ламинат и хрус, и все. После того я левой ногой я не смог поправить. Мне человек помог, чтобы поправить. После того я левое колено еле-еле нажал, наступал на левых коленах. Вот. Благодаря Владимиру. То есть ходьба была прям вообще очень трудная. Даже когда сюда пришли, было да. Прям... Очень трудно да. было. Я МРТ сделал, все сделал. Чуть меня там врачи там операция хотели делать. Все равно позвонил я. Все-таки я здесь обслуживаю, который он офисах, здание, да. Специалист по и первым очередь я ему обратился, там Владимир Тамбовцев. Вот, он мне посоветовал, не надо никакой, мы будем лечить. Слава Богу, мы лечились, результат есть, 100% результат есть. Но МРТ сделали, по-моему, через несколько дней после того, как мы стали, как мы посмотрели на вашу клинику. То есть у меня не было информации. Человек пришел после такой травмы, еле-еле ходит. Очень хотелось помочь, потому что Тахир очень хорошо помог мне в свое время. Очень, естественное желание максимально помочь, что-то сделать. Мы уже, в ситуации было понятно, что проблема с мениском. Я, если честно, даже сам не догадывался, что он бы полностью разорван. Очень часто бывает, что люди приходят с надрывами менисков, их все равно достаточно часто им рекомендуют пройти операцию. Удалить ту часть мениска, которая, как они говорят, может оторваться. То есть там специфические проблемы возникают. Мениск перестает двигаться, и огромная сложность в ходьбе, огромная сложность в выполнении каких-либо подъема и спуску даже по ступенькам, очень большие проблемы. Если разрыв мениска не полный, то с огромной вероятностью мы в состоянии ликвидировать эту проблему. Да, это может быть не за один день происходит, но удается точно избежать операций, вмешательства в сустав. Сустав продолжает служить человеку после того, как мы его подвижность восстанавливаем, после того, как отек сходит. Человек фактически использует коленный сустав как будто бы прежде. Никаких ограничений обычно не возникает. Но в нашем случае был даже полный фактически разрыв мениска. Это еще более сложная ситуация. Не всегда. То есть если этот разрыв еще более выраженный, то вполне возможно проводить и операцию. То есть консервативное лечение может не помочь.
Но так как мы уже до того, как прошли МРТ, там было не настолько, ну, было очень тяжело, очень сложно, но тем не менее результаты нашего лечения стали показывать быстро достаточно результат, тем более, что операция дорогостоящая, она тем более на достаточный период человека выбивает из рабочего графика. Это, конечно, ну, понятное дело, это нежелательная вещь, обойтись без этого здорово. Тахир уже мог все-таки с большим трудом, не так просто, но мог выполнять свои рабочие обязанности. То есть какие-то что-то как бы поломки в здании, да, какие-то, мы все делали. То есть не прекратил свою трудовую деятельность в период лечения, а у него очень сложная работа, приходится физически реально напрягаться, несмотря на то, что физически приходилось работать, напрягаться. В процессе этого мы как бы потихонечку прорабатывали то, что необходимо, восстанавливали работу диска, восстанавливали окружающие мягкие ткани. Продолжая работать, продолжая трудиться, не прекращая, нам удалось восстановить работу коленного сустава. То есть сейчас колено, наверное, даже лучше. Левые колено лучше, чем